В следующем году Приполярный Айхайл будет отмечать свое 50-летие. Об истории этого поселка алмазодобытчиков написано немало книг. Но сегодня, спустя не одно десятилетие, особое внимание уделяется ветеранам, чьи жизни и судьбы стали историей Айхала. Именно эти люди могут рассказать интересные факты из истории алмазодобывающей промышленности. Оксана Мезенцева встретилась с одним из ветеранов поселка Владимиром Самхарадзе, чтобы из первых уст узнать, как все начиналось. Владимир Самхарадзе – почетный гражданин поселка Айхал, ветеран труда алмазодобывающей промышленности, ударник коммунистического труда. Приехав еще в далекие 60-е на север, в первые годы становления Приполярного Айхала, он и сегодня остается верен родному поселку, проживая в Айхале. Опытного музыканта Владимира Самхарадзе ждали с нетерпением. Суровые морозы, жизнь в палатках и сложная работа – все это действовало на настрой жителей. Необходимо было поднимать дух покорителей севера. Так в скором времени в поселке появился духовой оркестр, был дан первый концерт. И уже после ни одно мероприятие не обходилось без музыкального сопровождения. Молодой парень вместе с братом на пару трудились на автомобиле. Были заняты на отсыпке дорог, отгрузке руды, строили дорогу и на Удачный. В ходе беседы мы услышали не одну историю из жизни водителя в суровых условиях. С одним земляком приехал, земляк сюда на работу. Я его посадил, там есть сиденье такое, и он говорит: дай посмотрю карьер. Пошел на работу. И я пошел, мы спустились вниз, а там я фары включаю днем, потому что газы стоит, туман. И не туман, а газ. И с фарами еду к эскаватору. Подъезжаю к эскаватору, а там воды полно. И по кабину вода поднимается. Подъехал, загрузился, опять выезжаю, а он молчит, сидит. Я же не знал, что он скажет. И выезжаю, уже наверх выехал, тогда свет потушил. Он говорит: а как вы работаете? Вы что, разве можно в такой? Я говорю: а что ты думал? Не, я поехал домой, я здесь не буду. Сегодня ветеран алмазодобывающей промышленности Владимир Самхарадзе находится на заслуженном отдыхе. Самая главная мечта, которой есть огромное желание воплотить в жизнь, это собрать единомышленников и возродить духовой оркестр. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телерадиокомпания «Алмазный край».